Чеченская вечеринка Синк-Ирам. Что это? Невероятно сложный, многогранный и уникальный обычай, вобравший в себя сразу несколько традиций чеченского народа. Вайнахский этикет, правила поведения в обществе, парный танец, взаимоуважение и многое другое. В своей программе мы постарались раскрыть всю красоту танцев, песен, исполненных на Синк-Ирам, а также воспроизвести диалоги того времени, указывающие на все тонкости межличностных взаимоотношений. Сегодняшний выпуск будет посвящен Синк-Ирам, которые устраивали в честь приезда гостя. Надеемся, что вы найдете время для небольшого путешествия в прошлое вместе с телеканалом Даймохк. Программа «Красота чеченских обычаев» продолжает свое путешествие в прошлое. На этот раз мы приехали на Жуиртовский район, в селение, именуемое Дечигала, чтобы узнать, как здесь проходили чеченские вечеринки. Нохчи Синк-Ирам. В каждом уголке Чеченской Республики вековые традиции приобретают свои оттенки. Каждая местность носит свои нюансы и маленькие корректировки в обычаи, подчеркивая особенность своего рода, села или тейпа. Уникален сам процесс проведения Синк-Ирам. Нохчи Синк-Ирам – это целый пласт культуры взаимоотношений людей, общение людей, умение шутить, умение понимать юмор, умение достойно отвечать на юмор и умение складывать диалог на основе юмора, но при этом никогда не переходить нормы и уровень, где юмор переходит в оскорбление личности. Это всегда было недопустимо в чеченской культуре. Итак, узнав о скором приезде гостя, первым делом хозяин дома спешил сообщить об этом своим соседям. Для того, чтобы известить молодежь округи о том, что в доме в определенное время должна состояться вечеринка Синк-Ирам, посвященная приезду гостя. Юношам приглашение передавали на словах, назначая время начала и указывая на место проведения, в то время как за девушками хозяин дома посылал ответственных людей. Это могли быть супруга или близкие родственницы. Те, в свою очередь, отпрашивали у родителей или в их отсутствие у старшего брата или сестры девушку для участия в чеченской вечеринке с обещанием того, что она будет находиться под их вниманием. Девушку сопровождали до самого дома, где должен был состояться Синк-Ирам, и по окончании также провожали обратно. В доме, где проходил Синк-Ирам, первыми собирались девушки со своими музыкантами. Это могли быть женщины чуть старше, умеющие играть на национальных инструментах. Располагались девушки в самом почетном месте. У чеченцев почетным считается самое отдаленное место от двери. Рассаживались вне зависимости от возраста или достатка. На Синк-Ирам имели право присутствовать незамужние девушки, вдовы, а также разведенные молодые женщины. Одна из них обязательно должна была быть тамадой. Ее между собой выбирали сами девушки. Зачастую хозяин дома заранее приглашал женщину, которая уже была знакома со всеми правилами и часто становилась тамадой на других вечеринках. Главная ее обязанность – внимательно следить за соблюдением строгих правил. Также тамада способствовала новым знакомствам и оказывала помощь в сватовстве. Она садилась максимально близко к двери относительно девушек, как бы закрывая их собой. Ее назначали после прихода молодых людей, вместе с тамадой юношей, после чего оба занимали предназначенные им места. Когда все приглашенные девушки оказывались в доме, разрешения войти удостаивались и молодые люди. Чудак, вырубды? Ты радикал же мягкий.
Заходили обычно все вместе, заранее собравшись вблизи дома. Хотя порой бывали и опоздавшие, которые имели право зайти в дом после начала Синг-эром, попросив разрешения у тамаде юношей и девушек. Зайдя в дом, справившись о здоровье и благополучии собравшихся девушек, молодые люди располагались в своей части комнаты. Не допускалось, чтобы на Синг-эром девушек было больше юношей. Оставить приглашенную на вечеринку девушку без внимания было крайне оскорбительно. Количество молодых людей было либо равносильно собравшимся девушкам, либо его превышало. Так же, как и у девушек, в качестве тамады юноши выбирали самого старшего и опытного мужчину, знакомого со всеми правилами и традициями проведения чеченской вечеринки, который, в отличие от женской тамады, должен был располагаться в самой глубине комнаты. Таким образом, они оказывались друг против друга и имели возможность спокойно разговаривать, знакомить молодых и следить за каждым из присутствующих. Не допускались никакого рода оскорбления, неподобающие слова или действия. Каждое движение было собранным, каждое слово обдуманным. وين وقعت عمر الغار الركوع رياضي ومسؤول تشبوه بيدوس هجدي هيسي سأم لي سبول لي سهاجر لي سترجع ليرو ناكري تشيوكا تقام خارج ده غير بدر دوك ديك خيدو ما حكري شونم هال اسي بتخرج ولا شو موخي ديك دودا اسي بتيو قطعم يقول كرلت عمر عيل ويشن دوك دودا ويش يا ارجن بوتش الصغير دا المقلع تبع حوص دوك وين لا بو دال خير صغير دابول شرشيت عم دخل هذا هم دي شو درتي وكنتي بقى ديك بقى شين دقديري شو لا توت لا تبندر اسيب هر يوم ويشك حاج دردوك ويشن بولر مهدوال У чеченцев есть поговорка: на Синг-эром гостю не достается гостя, односельчанам односельчанка. Смысл этой поговорки в том, что если на вечеринке присутствуют несколько гостей, и юноши, и девушки, то знакомить их между собой было бы неблагоразумно. Такое мероприятие позволяет расширить круг знакомств, узнать друг о друге больше, скрепить взаимоотношения соседских селений. И ничто так не роднит семьи и села, как захло. Adam doçuk aylayuluş Hristiyerçu inda başlar Asbal hoşbek habalahu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marşdoyr. Hak için şu. Marş şu. Pavlu çarşıdan Madik düşün hakaç. Lafı خودش بوكش برا خاط بير يزرق لا لا مو ده شو غزوة وش كده اليوم غاز هذا درت دول يوم غازة إيه شادك ديلردو لكن شو عادي مودو شو غزوة وش كده ديك عشتو دا ديك خوب صولا ديك عشتري الحمد لله ديل قناه يتم غزة بركوت انتي واوش حاج وحال. В первую очередь внимание оказывалось гостю. Знакомиться он мог сам или его близкий друг мог начать разговор с понравившейся гостю девушкой. Кигиш, وين صغير دوشنا ياشي شاخبر دي سلوش والشوا حالها كيجري تام دير پردلا پردو شوزلو مخري تام دير پردلا پردو خوزلو شاخبر دي yolcu ya purdla purdla iş tersi kayırım davaz bu da mola Peki o tam biz konu geliriz. Urdu istro Ne kadar tam biz konu geliriz. بقى هيك نجد Etvar kul fi aşol vatsi huya gala اشترطوا سنتي مكيو مكي بس يبدا بقياين مكة biz konu geliriz sonra. ايش ولا Maka
وهاش وقومت كيري صبو هايو اللي خلانش سيدا شيغلش الشير أرينش أيدا تيغلش إدا شيدا تيدك شي دولا حاج قسم ديكي خزايا شي حسني حيز ريغيش إدك باهم تعبير سينا حشيل يرزو يرش أبو شوي ساق مش سمو قادق شمتكش تعبير حريز يربو شوي ما شاء الله. По чеченским традициям отказать гостю девушка не могла. Даже имея серьезные отношения с другим человеком, девушка должна была согласиться этот вечер посвятить гостю. Уважить его считалось большим почетом. Если ее молодой человек присутствовал на синг-эйром, он также не имел права показывать свое недовольство. Макар, освезгилось дар, макер пурвайлом, хазей ездил букяли. Шихен насеях чаптел, яхкел юж хоттел. Элведей цакисту, шемет тасадин сунтер, шоушер сунмет ю квандерел. Мак хонмет книс белами зонга. وهاجي بعتو ايه دوشار. كجيبت. وواصل. مك سويك صاحبي شو يا أخي شو الرجاء كورت عيره ريزي وشتى دخل. ده ريفورم ده برصع برشو. فقط كون بجاوا. ما شاء الله. هاش هي كانت ورون شاهدك خليت الورش. هيس هاي سمودا فدوغا. Нужно отметить еще один момент. Если среди присутствующих мужчина замечал свою родственницу, он тихо прощался и покидал вечеринку, дабы не смущать ее во время сватовства. مسلم وهل أمرأة وعصاه صلاة شيء سفر الشيء هو عاش لدى مويتا بركل خيش وقطع عوصدو هو لدى متروات صل مقردو غير ريس كلام شو بس هذيك داريو اللي هذيك بركل واوجد عاش واحد لكن لا سيدويل بركل واوج بركل يسخب وخايا يدي خزقو در مسلم ديرين بوش عشين بيحكم بوش يعيو هيك أنا أرسين كيلو وين بيت الوهاي. Итак, чтобы обратиться к понравившейся девушке, молодой человек был обязан спросить разрешение сначала у тамады мужского. После его одобрения юноша обращался к женской тамаде, указывая ей на то, какая именно девушка привлекла его внимание. Никаких жестов и криков с места быть не могло. Если молодой человек был знаком с девушкой, он мог назвать имя ее отца или просто указать на занимаемое ей место среди девушек. Женская тамада обращалась непосредственно к самой девушке и узнавала ее мнение. Девушка либо отказывала под благовидным предлогом, либо соглашалась. На вечеринке у девушки могло быть несколько ухажеров. هيجي الوقت عم بس ما كريت عم نويست المجردر يسوع مجردر يسوع ما كريت عم بس حماكش ويست البربلاي أحسن لا والله لا باهم بره يتيب دكتور يخزير اليوق لإخوات أصليخ ديك اليوم إيش تيوق سنت هوس قطع كرينا الغيت شو صار ما كريت عم هنقول لي شو شق هو يوفى على أرسون. أنت عايشة. عايشة شو خزيرين. ما كريتام. إس عايشة تي بيزن بخن. الكير دوك أريخ تيش خلصي صوشلو استوسود إيرسا دقسمو آخر دريتي أوسن. Слова, используемые сватами-друзьями или самими молодыми людьми во время захла, сватовства, были настолько продуманы, взвешены и искренни, что зачастую многие становились афоризмами, используемыми по сей день. Наши предки очень правильно, точно и красиво умели разъяснять свои мысли. Каждая фраза словно вырвана из книг.
Hırsı ki girişliyon 400 belvan. İşte hamlekli 400 belbuy hasun, şun belbuy hasun. Takıştı yaxşı hep şliyona şaş müş derece kaçaş doşarit halmekir. من دوش دلم هرتوش دلاحة يحيي تقال. Ya yıl özden gala şişe başa duko iyi humadas. ريزي بوهو يحيي تشوهر. Да, взгляди. В конце вечера гость благодарил всех присутствующих за оказанный ему почет и уважение. تيجي tam visst med gederiso. Megar do vistila. Hos osh tosh dikt ilesi mosu au hirotsi urtsi shun del rezi al makri shuna del rezal yanti dal sido shal eto bulshu. Tosh dokko sinrin shkahla hoda efsamu tosh del gat. Dal sido shun del rezi al ins hapur bons tosh dawru. Şaşıla mı bitruqo. Deres var şu. Barko del rezi. ماكل تعمد بركل داير يسقل شنو ماكل شنا خاص سموق داقيش سموق صدى على مسوى درسه راح وغويش نسدى الاقصى انت شنو داير يسقل داير يسقل هنا يختصب وغش معي يهو حسب مقداقع وصدوق ودا المقلع نجح فخ ندري الويال لح ويحسب الورديو داري أكتوبر يعني اسمه هو دارس ما شوي ما شاء الله مريم ها يعني كل ما شوي ما شوي ما شوي دارك تقول بس رومان ده ها كيف شو عاوش يس نحكي لا سيدول وعاوش. Все знакомства заводили публично, официально. В чеченском обществе молодые люди знакомились при свидетелях. Со стороны юноши это мог быть его друг. У девушки близкая родственница или подруга. Свидетели способствовали гармонизации этих отношений, чтобы они были чистые, основанные на чеченской ментальности, и при этом ими создавались все условия, чтобы в итоге состоялся счастливый брак. Конечно же, такое мероприятие, как чеченская вечеринка, было прекрасным местом для встреч, где в присутствии знакомых молодые имели возможность общаться друг с другом. На вечеринке девушки и юноши пели песни и танцевали. Парный танец на вечеринке занимает особое место, требующее отдельной программы. Танец – соревнование, демонстрирующее всю ловкость и грациозность танцоров. Лезгинка – это своеобразный язык общения. В нем можно выразить всю красоту и искренность своих чувств, свое уважение к партнеру. Именно поэтому танец являлся неотъемлемой частью любого синкыра. Так, сменяя сватовство танцами и песнями, проходили чеченские вечеринки. Такое открытое, интересное, веселое действо было довольно частым явлением в чеченских селениях.
Наши бабушки и дедушки, возможно, даже мамы и папы, успели застать столь прекрасный обычай, объединявший такое количество людей. Мы рассчитываем, что благодаря нашей программе вы погрузились в атмосферу времени, когда обычай Синк-Эйрам был настоящим институтом воспитания, создания семьи и родственных отношений. Возможно, многие из вас, посмотрев нашу программу, смогли подчеркнуть важную и полезную информацию, которая поможет вам в современной жизни. اشتاق زاد نجرتا حلقي غالي زشقي الليرة